Встреча с руководителями ансамбля «Арикет» Джемилем Аблаевым и Зариной Зинединовой, организованная студией Хараденис Продакшн в этнокомплексе «Алем», собрала ценителей современного искусства. Джемильбей и Зарина Ханым рассказали гостям о своем пути к сцене, но главной темой вечера стала их творческая смелость. Руководители «Арикет» не боятся экспериментировать. Их недавний творческий перформанс «Ильк» взбудоражил крымско-татарского зрителя. Было очень интересно послушать, какой путь вообще был пройден, прежде чем эти номера были представлены зрителю, представлены на сцене. Сколько было вложено труда, сколько было вложено терпения, это просто поразительно. Очень нравятся новые тенденции вообще в развитии нашего современного танцевального искусства. Гармоничное сочетание традиций и современности – это действительно что-то новое, это новое дыхание, это радует, удивляет, и хочется пожелать ансамблю процветания и реализации новых идей. На вечере присутствовали и участники нашумевшего концерта. Милека Бибулаева принимала участие в стилизованных постановках Зарины Ханым еще со времен конкурса «Дженлы Сес». Я считаю, что ансамбль «Арикет» очень успешно провели 3 концерта. И я была за кулисами многих концертов, и у нас там все вот так происходит. Но на концерте «Ильк», на всех 3 концертах за кулисами было такое спокойствие. Все переживали, да, но не было никакой суеты, и это просто удивительно. Исследователь фольклора Рифат Изет не пропустил ни одного концерта «Арикет». Он считает вклад коллектива в крымско-татарскую культуру неоценимым. Я считаю, что вклад не просто очень большой, он даже такой поворотный, потому что впервые программа, во-первых, в таком формате, во-вторых, в таком жанре, и в-третьих, такого уровня. Поэтому я считаю, что действительно вот эта большая работа, которая проделана, она будет примером и для многих других коллективов, которые, может быть, хотели бы работать в таком жанре, но не решались. И в целом, чем больше разноплановой вообще сцены у крымских татар будет, тем в целом богаче будем мы и будет больше зрителя, которому сможет найти каждый что-то свое. Ильк стал первой программой полностью на крымско-татарской стилизации. Это однозначно культурная веха. Менімше, бұл Алем концерт дегіл, бұл спектакль. Не үшін десеңіз, бұл көрсетмеде пек çok felsefe. Rejissura tarafından pek güzel oldu ve bunda çalıştı çıraklar. Son артында bu video riyad umumi alsak bir balaban güzel spektakl olup çıktı. Машаллах. Гости вечера интересовались, где черпают вдохновение руководители «Арикет», как подбирают музыку для своих постановок, какой смысл вкладывают в них, а главное, как им удается языком танца достучаться до сердец зрителя. На самом деле удалось Зарине Ханум и Джемилю Бею затронуть все, реально, каждый аспект наших душ. И это самое главное, что он дает людям желание творить. И творить не просто, а от любви к родине. Оно заряжает людей настоящими эмоциями. Эмоциями не просто патриотизма, а желание выдвинуть то, что мы увидели, то, что составило наше прошлое, сделать его нашим настоящим. Мне очень понравился сегодняшний вечер, а в особенности мне понравился концерт, который прошел совсем недавно. Я очень вдохновилась им и находилась под впечатлением. Это очень ярко, и на самом деле я думаю, весь наш народ ждал того, чтобы вышло что-то такое, что даст нам толчок двигаться дальше и развивать нашу культуру. Это очень умная хореография. И огромное вам спасибо за то, что вы своим примером показали таким же талантливым, молодым, что не надо бояться, надо быть смелыми.
Вечер, наполненный смыслами, приятной теплой атмосферой, собрал поклонников ансамбля «Рикет» и подарил море вдохновения как зрителям, так и талантливым хореографам. Хотелось бы воспользоваться возможностью, поблагодарить Хараденис Продакшн за организацию этой встречи, также поблагодарить ресторан «Алем», Чоксаунас. В целом все прошло, я думаю, хорошо, время пролетело очень быстро, обсудили очень много вопросов. Каждому, кто сегодня пришел, тоже хочется выразить огромную благодарность Чоксаунас. Для нас эта встреча была очень волнительной, но оказалось, волноваться было нечего. В зале были все наши друзья, люди, которые понимают наше творчество, и мы получили колоссальное удовольствие от этого вечера.